Лучшие практики социальной интеграции людей с инвалидностью в республике. Круглый стол на эту тему прошел в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Главный гость встречи – народная артистка, член Общественной палаты России, руководитель благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям по зову сердца Диана Гурская. Каждый из докладчиков отметил важность проведения подобного рода мероприятий, а также интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе ушли современные недорогие решения, которые с помощью телефона помогают ребятам передвигаться по нашему центру. А наши сенсорные комнаты помогают не только снять психологические зажимы, но и в том числе создать, например, собственную музыку с помощью рук или нарисовать настоящую картину. Я могу часами рассказывать о том, что реализует наша команда, но наш опыт подтверждает, что мы невероятно востребованы на территории города. Да, мы не скромно, но это сигнал того, что подобные центры нужны не только Москве, но другим субъектам нашей страны. На встрече также презентовали проект единороссов «Единая страна. Доступная среда», направленный на трудоустройство людей с ОВЗ. Организатором этой встречи выступила Общественная палата республики. Сегодня здесь находятся представители Министерства здравоохранения, представители Управления внутренней политики администрации, главы, представители Министерства образования, Минтруда, но все, кто помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. И я уверена, что найдут такое решение. У нас есть, у наших руководителей инвалидных организаций, это фонд МЯЛ, это представитель общества слепых Адам Сагов и наш руководитель Всероссийского общества инвалидов регионального отделения Хава Майриева. Просто я всех не могу перечислить. Все они находятся здесь в зале. И еще раз благодарна тем, кто сегодня поддержал проведение этого круглого стола. И больше, конечно, всего благодарна нашему главе, который сделал все, чтобы Диана Гурская оказалась сегодня здесь, в стенах реабилитационного центра.